В поддержку Крыма клубы создаются в разных странах как национальные подразделения международной ассоциации. На сегодняшний день численность клубов «Друзей Крыма» уже более 30. Друзьями Крыма стали Болгария, Сербия, Греция, Бразилия, Германия и многие другие страны. Крым опять вернулся в Российскую Федерацию. Этот процесс там шел достаточно такой сложный. И хочу сказать, что в прошлом году, когда рассматривали вопросы, связанные с Крымом, конечно, один из самых важных вопросов был, что Крым не нарушил никакие международные юридические права, был проведен референдум, и вообще есть там моменты в нашей истории, в их, где, в смысле, большая схожесть. И вообще я хочу вам сказать, что в межгосударственном отношении с Российской Федерацией, с ее регионом, я имею в виду Крымом, у нас хорошие сложились, мы начали там действовать, там открыт специальный торговый дом. В ноябре 2017 года абхазская делегация во главе с бывшим премьер-министром Артуром Миквабиа посетила международную конференцию в Ялте, в рамках которой и была создана данная ассоциация. Именно тогда абхазской стороной было принято решение о необходимости создания клуба и в нашей республике. Дауром Вадимовичем принято такое решение по организации подразделения, которое бы наладила бы тесные взаимоотношения, значит, с Крымом, установила бы дружественные контакты. Сейчас как раз таки вот мы этим и занимаемся. Значит, также и в самом Крыму будут созданы такие же параллельные, значит, структуры вот, для организации тесного взаимодействия. На сегодняшний день клуб в Абхазии только начинает расширяться. На данный момент в его состав входит всего 6 человек, но организацией многие уже интересуются. Создание клуба на территории Абхазии подразумевает участие в масштабных международных конференциях. А это еще одна возможность заявить об Абхазии на площадках мирового уровня. Вы знаете, такое отношение Абхазии к тому, что происходило в марте 2014 года, было вызвано не только тем, что Абхазия хотела быть рядом со своим стратегическим партнером и союзником Российской Федерации, но еще потому, что Республика Абхазия в свое время тоже проходила такой исторический путь. То, что такая общественная организация сегодня создается, это еще один посыл к тому, что Абхазия полностью поддерживает устремления крымчан, и сегодня мы хотим восстановить наши человеческие, культурные, образовательные, научные связи. Создание подобного клуба будет способствовать развитию более тесных отношений между Крымом и Абхазией. Необходимо налаживать связи в области туризма, культуры, экономики, отмечали участники пресс-конференции. Сария Смырлеона Адлиба, Абхазское телевидение.